Здравствуйте, ребята! Урок «Физическая культура», раздел «Волейбол». Тема урока «Прием и передача мяча». Цель урока – уметь создавать и применять последовательность технических и тактических приемов в волейболе. Задача урока – разучить приему и передаче мяча двумя способами – верхний прием и передача мяча и нижний прием и передача мяча, совершенствование правильного исполнения приема мяча в игре, развитие чувства коллективизма и интереса к данному виду спорта. Ребята, прежде чем перейти к основной части, мы сейчас с вами выполним зарядку. Выдох, вдох, выдох и вдох. Выдох, глубокий вдох. Внимание, ручки поставили на пояс и наклон головы вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поворот головы вправо. Четыре осталось. Три, два. Ноги брось прыжком, полукруг. Влево. Вправо. Влево. Сделали глубокий вдох. Выдох. Руки на пояс. И... 4, 3, 2. Отлично. И скручивание ручкой. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ручка вверх. 7, 6, 5, 4, 3. Внимание, теперь у нас две руки и вверх тянем. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Рук перед собой. 4, 3, 2. Скручивание. 4. Внимание, то же самое, но мы ручки выравниваем. 3, 2. А сделали глубокий вдох. Отлично. Наклон. Назад. Вперед. У нас еще 2 раза. И последний разочек. Отлично. Наклоняемся вправо. Ручки в стороны. Еще 2 раза. 1. Ручки поднимаем в стороны. Вверх. В стороны. Отлично. Добавляем движение бедрами. Вправо. Вправо. Немножечко ускориться. 8. 7. Поднимите ее вперед, захватите руками колено. Замечательно. Бедра медленно. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Быстрее. 4, 3, 2. Движение рук вверх. 7, 6. Замечательно. 4, 3, 2. И наклон вперед. 4. Пониже. 3, 2. Волейбол – это командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника, таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника, добить до пола, либо игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более 3 касаний мяча подряд. При приеме и передаче мяча двумя руками туловище слегка наклонено вперед, прямые руки опущены вперед-вниз, локти сближены, кисти вместе. Мяч принимается на внутреннюю часть сближенных предплечий, ближе к кистям рук. В момент приема руки не должны сгибаться в локтях. Прямые руки небыстрым движением плечевых суставов поднимаются навстречу мячу. Ноги в момент приема выпрямляются. Чем выше скорость полета мяча, тем меньше должно быть встречное движение рук.
По времени обучения прием мяча снизу уступает обучению верхней передачи, однако это не менее важный элемент подготовки волейболистов. Прием снизу применяется в случаях, когда принимать мяч сверху уже нельзя, например, у самой сетки или когда остается одно касание, а игрок движется к мячу, находясь спиной к сетке. На рисунке показано, как правильно выполнять прием мяча снизу. Игрок выбегает к месту приема мяча. Одна нога выставляется вперед с целью остановить движение тела по инерции. Руки уже готовы для приема мяча. Вес тела переходит на впереди стоящую ногу, руки выпрямлены, кисти сомкнуты. При передаче следует выполнять некоторое сопровождение мяча руками. Руки должны занимать одинаковое постоянное положение. Малейшее повышение одного предплечья над другим изменит направление отскока мяча. Ребята, здесь вы можете увидеть на картинке соединение кистей рук при приеме снизу. Как вы видите на картинке, приемы мяча снизу выполняются и одной рукой с падением. Этот способ применяется для того, чтобы достать далекий мяч, когда невозможно выполнить прием предыдущими способами. Этот прием схож по структуре с предыдущим, поэтому освоить его довольно просто. Прием выполняется одноименной со стороной выпада рукой. Удар производится кистью согнутыми пальцами. Профессиональные волейболисты после приема мяча с падением делают группировку и перекат через плечо, сразу занимая удобное положение для игры. Для новичков это достаточно трудно, поэтому после приема мяча и просто необходимо постараться быстрее встать на ноги. Переходим к технике выполнения передачи мяча сверху двумя руками. При выполнении передачи нужно успеть занять устойчивое исходное положение. Затем, разгибая ноги и руки, отрывистым касанием кончиков пальцев рук мячу придается ножное направление. Встреча рук с мячом происходит над лицом несколько впереди. Нельзя мяч отбивать ладонями. Это нарушение правила игры. Правильная техника постановки кистей рук. Поднять кисти рук приблизительно на 15 см выше головы, с большими пальцами в основании, направленными к вашим глазам. Пальцы должны быть расставлены и иметь немного чашевидную форму. Не расставляйте широко кисти рук. Большие и указательные пальцы формируют равнобедренный треугольник. Промежуток должен быть не больше 5 см между большими и указательными пальцами. Пальцы полностью расслаблены, контакт с мячом должен произойти со всеми 10 пальцами. Спасибо за внимание, до свидания.